Что, дорогие мои, всем здравствуйте! С вами сегодня Старта Сантья Тара. Мы делаем расклад его мысли, чувства и действия. Давайте сделаем его, наверное, на недельку, да? С 13 по 19 января. Как обычно, перед вами 3 варианта. Выбирайте свой, обращайте внимание на плейлисты на каналах. Все последние новиночки моего канала будут в описании к этому видео. Пожалуйста, смотрите они внизу. Кому что интересно. Все для вас, дорогие. Итак, выбирайте свой вариант. Я перехожу к первому. Ну что, дорогие мои единички, смотрим вас. Итак, мысли вашего мужчины о вас. Ну что, у мужчины как будто бы второе дыхание открывается в отношении вас. Да, в отношениях с вами, у него как одухотворение, воодушевление, что ли. У нас первая карта, смотрите, солнце. То есть тут яркие, сильные чувства, достаточно такие вот благостные, радостные, гармоничные, когда все прекрасно, когда все чудесно. То есть вас и отношения с вами он видит в таком вот прекрасном сейчас ярком свете, да. Далее у него, смотрите, мысли как-то такое ощущение, что как некий новый этап у вас в отношениях начинается, и он это видит, и так он и думает, что это некий новый этап. И вот осталось совсем немного, совсем чуть-чуть каких-то, видимо, проблем, каких-то преград преодолеть, и все. И вот она, белая полоса, и вот она, все прекрасно и чудесно, и вообще мы на вершине мира. Но нужно что-то преодолеть, и он понимает, что сейчас вы на пути к результату, на пути к вершине, на пути к некому чуду, к неким отношениям. Да, есть какие-то преграды, да, есть какие-то барьеры, но это все ему не страшно. Он планирует, он понимает, что все это преодолимо, как бы то ни было, да, какие бы ограничения вас и ваши отношения не ограничивали, да, чтобы вас не окружало, все равно он нацелен на результат, он нацелен на то, что отношения будут развиваться, идти дальше в прекрасном, благостном направлении. Да, тут еще немного, к концу недельки у него как-то он может совсем уйти в эти планирования, да, в то, что он там думает, что-то планирует, но судя по вообще всей этой триаде, планирует он только лучшее, только развитие, только идти дальше. Немного может закрыться, как я уже и сказала, но это, дорогие мои, не страшно, судя вообще по всему раскладу. Далее чувства. В чувствах он окрылен, в чувствах он возбужден, в чувствах такое вот одухотворение. Потому что у нас, смотрите, карта сердца, клевер и ребенок. Открытость, легкость, конечно же, любовь. Тут, смотрите, да, карта сердца, прекрасная, красивая любовь, страсть, желание быть постоянно вместе с вами. Тут еще такое, знаете, баловство, балагурство, ну такое приятное, когда и на сердце, и в душе такая легкость, влюбленность, когда хочется танцевать, когда хочется прыгать, вот, дурачиться. В общем, все легко, открыто, окрыленно и влюбленно. Ну, вообще прекрасные карты. И так на протяжении всей недельки, да, потому что у нас триада, и прекрасно выпадают его чувства, его действия, тоже не менее радостно, не менее душевно, не менее прекрасно. В чувствах тут он, в действиях, точнее, простите, в действиях он будет декларировать свое расположение. Возможно, у вас будут какие-то мелкие, дальние, какие-то совместные поездки, какие-то новости он вам может рассказать, может быть, о том, что он дальше планирует поделиться с вами своими планами и своими надеждами на дальнейшее с вами будущее. Как он видит, как он его себе представляет, как он фантазирует, в общем, что он планирует. Этим с вами он может поделиться. И также в действиях могут быть какие-то подарки, либо просто он может дать вам какую-то сумму денег, либо просто, если это не деньги, не подарки, да, не финансовая какая-то поддержка со стороны мужчины, а просто он будет, знаете,
погружен в отношения с вами, погружен в вас. И вообще на всей этой недельке, судя по всему, мужчина будет желать быть постоянно с вами, быть с вами постоянно на связи, быть постоянно рядом, планировать с вами будущее совместное, как-то общаться, делиться с вами своими чувствами и своими ощущениями, планами. В общем, вообще такой прекрасный расклад, достаточно такой хороший и благостный. Планы мужчины на вас на эту неделю. Карта корабль, аист и книга. Вот здесь я бы сказала, что тут вот поездка может вас ожидать. Кстати, горы. Вот тут может быть, что вы с ним поедете, или он думает о том, чтобы поехать с вами куда-то отдохнуть за границу. И он это планирует, он этого желает, и прямо он одухотворен этой идеей. И вот тут также вот эту его мысль, его планы и подтверждать, что мужчина планирует с вами куда-то поехать. Тут смотрите, да, сам транспорт, да, куда-то вы можете с ним поехать, полететь. Опять же, аисты у нас карта перелетов, да, еще и книга. Книга тут может показывать вообще какие-то документы, паспорт, визу и так далее и тому подобное. В общем-то, у первого варианта мужчина планирует совместный отпуск, совместное времяпрепровождение, либо вообще совместную жизнь с вами. Но так как это расклад на недельку, то я думаю, тут просто речь идет о каком-то отдыхе, о какой-то с вами поездке. Довольно-таки на далекое расстояние. Я бы сказала, что куда-то за границу, судя по вот этим выпавшим триадам. Также мужчина вам будет показывать, конечно же, на свое расположение, да, свое желание быть с вами, не знаю, совместно с вами проводить время, свить какой-то совместно с вами гнездышко. На этой недельке он будет, знаете, вот сигнификатор мужчины, выпали карта мыши. Ну, во-первых, тут страсти, желание, интима с вами, первое. Второе, тут, конечно, он будет заниматься, возиться, какая-то такая мышиная возня. Вот, может быть, все это связано с поездкой, да, может быть, что-то будет планировать, что-то узнавать, что-то искать, может быть, гостиницу или как-то где-то что покрасивше, получше, чтобы вам понравилось. В общем, такое, знаете, копошение, но, судя по окружающим картам, довольно-таки приятное. И сигнификатор ваших отношений на эту недельку — это карта кольцо. Опять же, от него можно ожидать каких-то подарков, может быть, просто букетов, комплиментов, когда он будет подчеркивать вашу красоту, да, подчеркивать вас вообще как женщину, как прекрасную даму его сердца. И, как обычно, по кольцу, может быть, вам что-то и предложит. А предложить он может довольно-таки много, начиная от поездки, заканчивая вот с собой, да, своим сердцем, своим к вам расположением. Вот такой у нас был прекрасный, чудесный, красивый, влюбленный первый вариант, чего я вам и желаю. Хотелось бы, чтобы сбывалось все только прекрасное, все некрасивое, весь негатив, пусть он так и остается в раскладе, а сбывается в ваших жизнях, в ваших отношениях только все чудесное, прекрасное, красивое, в гармонии и с любовью. Вот так, чего я вам и желаю, собственно говоря. С вами была Астарта Сантия. Всех благодарю, что были со мной, что смотрели мои видео. Как обычно, пожалуйста, ставьте лайки, пишите комментарии и подписывайтесь обязательно на мой канал. Смотрите другие мои видео. Пишите обратную связь. Я с вами прощаюсь. До встречи. Перехожу к двоечкам. Ну что, двоечки, дорогие, смотрим теперь вас. Мысли мужчины о вас на недельке с 13 по 19 января. И смотрите, выпала ваша первая карта бланка. На этой неделе мужчина только и будет делать, что думать о вас. Вы для него на этой недельке прям вот как путеводная звезда, вы ему нужны, вы ему важны, и из своей головы он мысли о вас никуда не сможет деть, никуда не сможет убрать, чем-то заменить и так далее и тому подобное. У нас дальше еще карта коса и карта сердца. То есть мужчина думает о любви к вам, о влюбленности в вас, о страсти, о желании быть с вами вместе. Да, в общем, все, о чем может нам говорить карта сердца, карта любви в этой колоде. Также тут в мыслях такое ощущение, знаете, вот смотрите,
Тут немного разная трактовочка. Например, если вы для всех тех, кто, например, давно, да, вот трактовочка вам подойдет то, что я сказала до этого, да, что мужчина влюблен, что мужчина желает быть с вами. Мужчина понимает, что вы ему нужны, что вы несете, даете ему такое вот большую благость, что ли, в жизни, что вы для него как такой некий результат, который он выпросил и просил у Вселенной, у мироздания. Также смотрите, для тех, кто недавно познакомился, к примеру, мужчина, вы для него стали такой вот резкой неожиданностью, да, но неожиданностью той, которая, опять же, он желал и просил, и, может быть, даже загадывал. И это для него случилось резко и вот прям так вот неожиданно, но довольно-таки приятная карта сердца. То есть для некоторых это может как проиграться, как, знаете, любовь с первого взгляда. Также тут, если вы, например, были с ним знакомы давно, с мужчиной, с партнером, да, которого вы загадали в этом варианте, в этом гадании, то общение с вами он видит как такие вот резкие перемены и перемены к тому, что он вдруг вас разглядел, вдруг вас увидел, вдруг вас раскусил и понял, что влюбился, понял, что вы именно та девушка, которая на данный период времени, да, в жизни ему нужна. И мужчина влюблен. Вот такие вот тут могут быть трактовочки. Далее чувства. Вот для тех, кто вместе довольно-таки давно. Тут, конечно, намек на страсть есть, но карта гроб у нас тут немного в чувствах все немного подпортила, потому что тут в чувствах трансформация. Но трансформация, видимо, знаете, вот знаете, какого рода? Когда мужчина, может быть, у него было чувство вины, или как-то что-то он себя винил, что не так себя повел, или вот была в нем какая-то неуверенность, чувство вины. Вот оно в чувствах. Далее гроб идет у нас трансформация резкая, быстрая, и в чувство все это переходит у нас в мышек. То есть он начинает опять же копаться. Вот это вот копошение непонятное, да, и причем вот эта трансформация по гробу, она ни к чему не привела. Как он вот тут вот себя винил, копошился, да, но, знаете, более как-то агрессивно, что ли, более болезненно. Вот тут произошла трансформация, может быть, вы как-то не знали, дали ему понять, что благостно настроены, благостно смотрите на отношения с ним. И вот тут опять же, после трансформации, опять же копошение. Но тут копошение уже более спокойное, и у мужчины здесь в чувствах у него уже, знаете, как-то желание, что ли, выправить, наладить и какие-то предпринять какие-то действия. Но пока действия все какие-то кривые и косые будут с его стороны. Например, если была ссора, конфликт. Потому что как-то вот странно получается, в мыслях у него вот такие благостные мысли только лишь о вас, о любви к вам, а в чувствах какие-то страдания, метания, терзания и так далее. Далее, конечно же, эти карты намекают на страсть, на секс, на желание интима с вами, конечно же. Но вот тут вот, например, смотрите, если по метле, тут возможно, знаете, нереализованное желание, нереализованная страсть, вот эта энергия сексуальная, да, которая накапливалась и не было ей выхода, не было вот реализации, да, этого желания, то вот здесь такой резкий перемен по гробу, и вот тут вот по мышкам может начаться и реализация, то есть интим, он по мышкам может случиться. Может случиться, что даст ему, смотрите, да, вот эти карты, сверху у него сердце в мыслях, в действиях у него лилии. То есть он так и будет, такое ощущение, что ему все время будет мало, ему постоянно будет хотеться, желаться все большего и большего от вас, от отношений с вами. Причем это трактовочка для всех вариантов, то ли вы только познакомились, то ли вы вместе давно, то ли, вот как я уже говорила раньше, просто общались без интима, то вот здесь вот произошла резкая трансформация, и интим мог вполне себе случиться. Далее действия с его стороны, карта, Господи, письмо, горы и лилии. Вот тут опять же действие, он постоянно будет на связи, постоянная переписка, он будет в соцсетях, в мессенджерах,
в общем-то, постоянно вы будете вместе, даже если не физически, то, по крайней мере, как-то вот путем переписки, путем общения, то будете постоянно на связи вместе. Далее у нас идет карта гроб и карта лилии. Вот, дорогие мои, если, например, вы на расстоянии, да, в разных городах живете или просто вас что-то разделяет, то вот тут этот барьер, он может уйти как-то, либо он приедет, либо вы приедете в действиях. Либо если были какие-то размолвки, опять же, ссоры, какие-то недопонимания, то вот здесь, опять же, вы это преодолеете. И все это переходит, смотрите, последняя карта завершает у нас эту позицию лилии. То есть вот здесь, во-первых, идет общение, переходит, конечно же, страсть, интим. И в действиях он будет вам показывать свою расположенность, свое уважение к вам, свое расположение к вам, желание быть с вами, будет подчеркивать вашу красоту, изящество, будет вам говорить о том, как он вас любит, да, судя по всему, как он вас желает, хочет с вами более близких, более интимных отношений и, конечно же, общения такого довольно-таки тесного. Ну вот в чувствах, знаете, возможно, еще для тех, кто недавно, например, познакомился, вот тут может быть просто в чувствах у него неуверенность в себе. Мужчина просто не знает, что делать, как сказать, ну вот как вам показать свое расположение, свое желание быть с вами. Далее планы: букет, развилка и корабль. Но в планах это, конечно же, свидание, это, конечно же, встреча, это, конечно же, быть ближе к вам. Опять же, да, тут комплименты, флирт, общение, вот такой конфетно-букетный период. А опять же, если вы на расстоянии, да, то это поездка к вам, поездка туда-сюда, от вас к нему или вы к нему. В общем, какое-то тут движение. И в планах, конечно, мужчина желает, мужчина хочет, мужчина стремится к переменам, таким хорошим переменам, чтобы вы были парой, чтобы вы были партнерами, чтобы вы были вместе вот, по кораблю. И еще сигнификатор, смотрите, отношения — это карта звезды. То есть он сейчас, все чувства к вам, его желания к вам, они не подвластны ему. Он не может эти чувства и это желание, эти мысли о вас контролировать. Как бы он, что бы он ни делал, как бы он себя не отвлекал, ему это сейчас не подвластно. Вы у него в мыслях, вы у него в чувствах, вы у него, как говорится, в других частях его тела. В общем-то, вот сейчас, на данный момент, мужчина абсолютно влюблен и абсолютно такое ощущение, что растворен в вас. Далее сигнификатор мужчины — это карта ключ, то есть мужчина планирует, мужчина желает, мужчина хочет быть с вами, мужчина подбирает к вам ключики, мужчина в поисках, знаете, вот того, как бы наладить с вами контакт, знаете, вот какого рода контакт это бы ни был, и на какой стадии бы отношения ваши ни были. В общем-то, мужчина на этой недельке будет настроен на то, чтобы отношения ваши развивались, и имели под собой ну вот, развитие и в будущем, да, какой-то шли к какому-то некому результату. И, дорогие мои дочки, я желаю вам, чтобы прогнозы сбывались, все мои прогнозы сбывались только положительного, прекрасного, чудесного характера. Все, что карта нам покажет негативного, пусть все это остается в раскладах. А у вас в жизни реализовывается только все прекрасно и хорошее. Чего я вам искренне и желаю. Конечно, будьте здоровы, берегите себя, балуйте себя. С вами была Астарта Сантья. Всего вам самого прекрасного. Как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, будьте со мной также на связи. Пишите, как у кого что проигрывается, как у кого что сбывается, реализовывается, а что, может быть, и не сбывается. И, конечно, до встречи в других моих видео. Всем пока! Ну что, троечки дорогие, трактуем для вас и его мысли о вас. Первая карта у нас крест, змея и ребенок. Ну что, в этой колоде крест такой тяжеловатый, да, сами видите по изображению карты. И в мыслях у мужчины то же самое, еще и дальше у нас и змея.
Первая трактовка, да, что хочется сказать, что какие-то вот тяжелые мысли о вас, но и в то же время, ну вот есть вы в его жизни, он понимает, что вы есть, вы будете, вы были. То есть вот такая вот у него позиция. Далее у нас идет карта змея, и он понимает, что вы, во-первых, умная личность, что вы гибкая личность, что вы мудрая личность, что вы всегда добиваетесь своего. И в отношениях с вами также по змее может идти желание интима с вами. То есть он думает о вас, фантазирует о вас в мыслях тоже, как бы эти мысли о вас никуда у него не уходят на этой недельке. Ну, как я уже и сказала, по змее, да, хочется обладать. Он видит вас прекрасной, хитрой, мудрой девушкой. Далее у нас карта ребенок. Ну, ребенок это, конечно, это, вы знаете, как три лика одной богини. Вот мы можем быть, да, и молодыми девами, и зрелыми дамами, и уже и такими вот старухами, умудренными опытом, да, то вот здесь он видит вас, конечно же, такой легкой девочкой, принцессой, где-то даже ребенком, легкой, открытой, прекрасной. Но вот карты довольно-таки такие, не скажу, что прям такие легкие, такие прекрасные у него воздушные мысли о вас, но и в то же время он понимает, с кем он имеет дело, что вы за девушка, что вы за дама, и где-то даже осознает, что вы не так просты и не так легки, как может показаться на первый взгляд. Далее чувства у нас горы, совы и башня. В чувствах тоже вот не так все легко, как вообще, конечно, хотелось бы. Он видит вас партнера, видит вас соратника, видит вас друга в первую очередь, понимает, что вас разделяет некий барьер, некие трудности. Но все они преодолимы, и он будет пытаться найти с вами некий контакт, да, наладить как-то отношения. Тут есть такое желание, есть желание преодолеть то, что вас разделяет в чувствах. Прям это сильно у него, вот знаете, как горит в одном месте, как говорится, пожар. Он хочет с вами общаться, желает, чтобы вы всегда были рядом, потому что вы для него еще и как друг, такой соратник, подсказчик, как лучше и грамотнее, не знаю, поступать, жить и так далее. И в то же время понимает, что сейчас вот так, как ему бы хотелось, да, тот формат отношений, который он видит между вами, пока еще недостижим. У нас карта башня. Он понимает, что пока вы закрыты, и он сам закрывается по башне, не может он пока найти и преодолеть те трудности, те препятствия, которые между вами возникли. Все равно закрывается, еще и боится. Тут еще и страх может быть такой внутренний, какие-то внутренние психологические, эмоциональные моменты тоже могут на него давить. Мужчина тут не уверен в себе, но нацелен на то и по горе, и по башне, и по совам, на то, чтобы все эти барьеры, все эти препятствия убрать из ваших отношений. Действие, карта кольцо, ключ и собака. Вот тут как раз таки в действиях он это и начнет реализовывать. Что-то может вам предложить, что-то может вам рассказать, дать вам какую-то идею или какой-то план на ваше рассмотрение, спросить вашего мнения. То есть он и в действиях будет вам показывать, что он к вам привязан, что вы ему нужны, что вы ему важны, что он хочет быть ближе, что он хочет быть вот ближе, теснее, что ли, с вами в отношениях. Также, смотрите, у него появится некий шанс, вы ему, скорее всего, его и дадите, чтобы отношения наладить. И, скорее всего, если
он все-таки выйдет из вот своего гнезда, своей шкарлупы, из зоны своего комфорта, сделает какой-то шаг, да, то, скорее всего, у него получится наладить отношения, судя по дальнейшим картам. Дальше у нас карты планы его на вас. Карта письма, Луна и Лилии. И тут опять Луна у нас, неуверенность у него в себе, он не знает, правильно ли он поступает, либо поступит, но общаться с вами, держать руку на пульсе, быть с вами постоянно на связи, он будет. Но опять же, как это может быть? Он может то появляться, то пропадать, то появляться, то пропадать. Но почему? Потому что опять же есть страхи, есть неуверенность в себе. У нас тут вот карта Луна выпала, да. Мужчина как-то будет вот еще и опасаться, правильно ли он поступает или неправильно. Но у нас завершает триаду карта Лилии. То есть мужчина вам будет показывать, что он вас уважает, что вы прекрасны, что вы красивы, что вы желанны, что вы умны, что вы ему нужны, что он к вам расположен. Всеми частями своего тела будет вам показывать, декларировать еще и планирует, потому что у нас и в действиях, и в планах от мужчины можно ожидать каких-то поползновений в вашу сторону. Сигнификатор ваших отношений — карта Лиса. Вот тут опять же, смотрите, каждый, как бы то ни было, каждый будет на этой недельке показывать свои границы, будет защищать свои границы, но мужчина тут может планировать и так вот хитренько, мудренько, вот так вот немного из-под тишка, знаете, такой легкой, мягкой поступью все равно как-то пытаться к вам приблизиться, как-то пытаться наладить контакты, наладить отношения. Вот так вот, как лиса, спланировать все заранее и эти планы начать реализовывать, судя по триаде действий. И сигнификатор самого мужчины — карта Дом. С одной стороны, это карта закрытая, да, мужчина будет опять же четко показывать свои границы, но с другой стороны и захочет, чтобы вы, как бы, знаете, вот пригласит вас к себе в гости, вот грубо говоря, да, то есть захочет с вами наладить отношения, захочет уюта, захочет покоя, захочет гармонии, будет вам это показывать. А я так понимаю, что гармонию он может достигнуть только тогда, когда отношения с вами наладятся, потому что карты нам показывают, что не так все у него гармонично, не так все легко, не так все уютно на душе и на сердце, как он того бы хотел. И есть неуверенность, есть опасения, есть такой некий раздрайв внутри. Хочется покоя и гармонии. Таких вот уютных, семейных, спокойных, ладных, складных отношений. И вот такой у нас был вариант номер 3, дорогие мои. Я желаю вам всего самого наилучшего. Будьте счастливы, будьте любимы. И пусть прогнозы сбываются, мои только прекрасные, чудесные, красивые, любящие, счастливые. Чего я вам и желаю. Будьте здоровы, будьте счастливы, берегите себя и своих близких, любите себя, балуйте себя. С вами была Астарта Сантья. Искренне надеюсь, что моя работа, мои расклады и вообще мой канал в целом вам чем-то помогают и вас поддерживают. Ну что, как обычно, пожалуйста, подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии, давайте мне свою обратную связь, пишите комментарии обязательно, чтобы я понимала тоже, что не зря делаю то, что делаю. И я с вами прощаюсь. До встречи в других моих видео. Всем пока-пока.